В этом году за 10 школ и за 10 детских садов услуги рабочих я плачу со своего счета. От АИЛ Окмету нужны только строительные материалы. Если строишь, то строй полностью. Если не полностью, то не надо. Это незаконно. Эти ваши слова не лишние? Правильнее было бы задать этот вопрос АИЛ Окмету. Пускай отменят тендер, тогда и будем строить дешево и качественно. Это что за выражение? Такое ощущение, будто живем только от тендера к тендеру. И не соглашаются. Это что за поведение? Оказывается, всего лишь 3 миллиона 300 тысяч сом. Думал, что за 4 миллиона сом проделанные строительные работы будут заметно отличаться. Значит, АИЛ Окмету предоставит строительные материалы, а депутат Джигорку Кенеша оплатит работу строителей? Это самая гнойная часть в строительной отрасли. Где обеспечение такой гарантии? Но если ничего нет, даже договор не составлен, если было бы соглашение, то это уже другое дело. Да, правильно, это заставляет задуматься каждого. Любим мы, конечно, говорить о миллионах. На сегодняшний день мы видим, что сделаны полы, стены выровнены. Кроме этого, какие еще дела были сделаны? В одном из АИЛ Окмету попросили передать президенту: пускай отменят тендер, тогда и будем строить дешево и качественно. Это что за выражение? Я прошу дать мне разрешение выплатить рабочим строителям из своего счета за эти 10 школ и 10 садиков. Депутат Джигорку Кенеша Акбекон Таштанбеков обратился к правительству, что в Иссыкатинском районе АИЛ Окмету не принимает предложения по строительным работам социальных объектов, говоря, что это незаконно. Я сказал: я отремонтирую школы, 10 школ и 10 детских садиков из личного счета, но мы не пришли к единому согласию. Один из АИЛ Окмету говорит: передайте президенту, пускай отменят тендер, тогда и будем строить дешево и качественно. Это что за выражение? По этой причине я прошу дать мне разрешение выплатить рабочим строителям из своего счета за эти 10 школ и 10 садиков. С АИЛ Окмету потребуются только строительные материалы. Я собираюсь протянуть 50 километров освещения за свой счет. Они не соглашаются. Это что за позиция? После этого наша съемочная группа выехала в Иссыкатинский район, чтобы ознакомить вас с состоянием школы на месте. Как сказали ранее, ремонтно-строительные работы действительно проводились хорошо, но в середине ремонт остановился. Вроде в начале января ремонт проводился в хорошем темпе. Затем из-за отсутствия строительных материалов вот уже более недели или 2 недель ремонт остановился. Рабочие ошойдон багы жогорку кеңеш депутат Акбекон Дүкенович тарабынан жазалып атканда евроремонт. Значит, АИЛ Окмету предоставит строительные материалы, а депутат Джигорку Кенеша оплатит работы рабочих строителей? Да, сейчас вы увидите кабинеты, в которых рабочие проводили ремонт на высшем уровне. А можно увидеть, какие работы проводились? Вот здесь, на первом этаже, как заходишь в фойе, можно увидеть, как проделана полностью вся работа. Очищены и выровнены, установлены все электропроводы и кафели. Акбекон Дүкенович оплатил рабочим. Все полностью. Понятно. А далее какие работы были сделаны? Также и в следующем холле, как вы видите, по стенам, по потолкам проведена полностью электропроводка, на стенах сделан евроремонт и проложили новые кафели. Кроме этого, на первом этаже в наших 5 кабинетах, если посмотреть, сделан евроремонт на высшем уровне. Предыдущий глава АИЛ Окмету приобрел современные хорошие парты, интерактивные панели и часть материалов, а нынешний глава пока приостановил приобретение. А сейчас почему остановилось финансирование? По какой причине не приобретаются материалы? Адресуйте этот вопрос нынешнему главе АИЛ Окмету. Значит, со стороны АИЛ Окмету остановилось? Да, мы даже к ним обращались в письменном виде. Директор школы ознакомила нас с проделанной работой, но не скрывала свое беспокойство о том, что будет дальше. Она даже показала каждое письмо, отправленное АИЛ Окмету. Да, кстати, самое интересное то, что у этой школы нет правоустанавливающих документов, есть только лишь стены. До этого стало известно, что земельные участки школы были проданы частным лицам.
В связи с тем, что нет правоустанавливающих документов, хотя они должны были существовать, по какой причине пропали документы. По этому поводу мы многократно обращались в письменном виде к АИЛ Өкмету. На сегодняшний день ведется процесс по восстановлению документов. Если сказать точнее, допустим, если вдруг арабы или другие спонсоры крупной организации захотят спонсировать и предложить помощь, они обязательно запросят документы, а вы просто не сможете предоставить соответствующие документы, и вполне возможно, что вы не получите помощь, верно? В свое время, в 2017 году, как вы сказали, мы обратились с проектом. Тогда запросили документы школы. Не обнаружив документы, мы обратились с письмом к АИЛ Өкмету. Как вы сказали ранее, к этим проектам, к постройкам, к земельным участкам обязательно нужны документы. Понятно. Мы обратились с вопросом к АИЛ Өкмету, почему приостановились ремонтные работы школы. В ответ он отнекивался, что это незаконно. При объявлении тендера у нас есть только одно требование – это гарантийное обеспечение. А здесь нет гарантийного обеспечения? Ну нет же ничего, даже договор не составлен. Если было бы соглашение, то это уже другое дело. А как тогда работал прежний АИЛ Өкмету? Ну я не могу это сказать. То есть, если кратко, эти действия, они незаконны? По моему мнению, это незаконно. Потому что, ну как сказать, Акбекон Дукенович проделывает хорошую работу. Когда он был здесь в школе, мы встретились, там были акимы, и я попросил Акбекон Дукеновича сделать эту работу от начала до конца. И материалы тоже приобрести. И материалы, и рабочих. То есть, чтобы один человек отвечал за это. Это как спонсорская помощь. То есть вы применили ту же позицию, что и село Буденовка? Вы покупаете только материалы, а я оплачу работу рабочих, сказал он. А такого нет в законе. В прошлый раз Акылбек Усенбекович сказал же: да, в обязательном порядке рассмотрим. Вы и сами, наверное, видели. Акбекон Дукенович, в выходные можем вместе рассмотреть ваши вопросы. Я дам разрешение. Вот тогда, если кто-то протянет свою руку помощи, с вашей стороны не лишнее ли говорить: если хочешь что-то сделать, сделай это полностью. Если нет, то это будет незаконно. Можно же найти какой-то другой выход. Может, только строительные материалы отдать в тендер? Неужели нет выхода из этой ситуации? С юристами консультировались? Нет. Мы вот только сейчас начали советоваться с юристами. Мы вместе с нашей бухгалтерией хотим отправить письмо в Минфин с обращением, как найти пути решения данного положения. Потому что смета не может быть разделена от работы и материала. А до этого вы не обращались в Минфин с письмом, да? Вы сказали, что 29-го вышли на работу, да? Да, 29 февраля. Но вполне возможно в течение месяца получить ответ, да? Да, возможно. Я предлагаю помощь, а они не хотят ее получать. Он в таком смысле говорит: мы хотим понять, у кого здесь какие интересы. И из-за этого мы начали снимать этот видеоматериал. Ну, у медали есть две стороны. Потом, когда пойдет проверка. Какая бы сторона у медали ни была, все знают, понятно, что деньги за стройматериалы – это одно, а деньги за рабочих мастеров – это другое. Надо будет деньги за услуги мастера, возможно, будет выше от стоимости стройматериала. Сколько платят рабочим, мы даже не знаем. Разницы тут нет. Главное же, работа шла? Да, работа шла, но есть одно «но». Рабочие бывают разные. Например, указанные нами в смете стройматериалы могут не понравиться им или не подлежат ГОСТу. А если нам не понравится качество товара, мы можем обратиться с претензиями к подрядчикам. Тендер. Раз ты выиграл тендер, тогда предоставь качественный материал. Потому что мы показываем, от них требуя, возможно, этот подрядчик кафель проложил и нам не понравится. Он поменяет их. А мы же эти материалы привозим, возврата же нет. Но можно же заранее уточнить этот вопрос. Какой материал нам нужен, с какими материалами будет качественнее работа? Это же просто. Можно. Но мы не можем в смете написать, что нужны материалы итальянского или немецкого производства. Нельзя? Нет. Вот, это самая гнойная часть в строительной отрасли всех АИЛ Өкмету в Кыргызстане. Самая гнойная часть.
Проблема в том, что мы не можем указать точные материалы. Например, можем сказать, в общем, это цемент. Несколько тонн цемента. Мы не делим на казахстанский цемент. Этот цемент оттуда, а этот цемент вообще оттуда. Верно? Цемент казахстандыкы же мунуку бул производство деп бөлө албайбыз. На цементе это есть. Марка пишется. Но это примерно. Мы не можем же точно указать. Точное производство не можем указать. Разница качества в производстве. А мы не можем на это указать. Вот проблема-то и в этом. Это не только у вас. Это одна из самых больших проблем строительного тендера во всем Кыргызстане. Жагында болуп аткан эң чоң тендердеги курулуштагы эң чоң проблеманын бири ушул. Мы были еще в одной школе. Там, как и в школе имени Лайлиева, проводились ремонтно-строительные работы. Они на время были приостановлены. Но, как отметила директор школы, в отличие от Айлокмету Ивановки и Качкарбаева, им обещали в ближайшее время предоставить стройматериалы и возобновить работу. Ремонтно-строительные работы в нашей школе начались еще 10 января. Со стороны Айлокмету были предоставлены все строительные материалы. От депутата Джугорку Кенеша Агбекөн Дукеновича заработные платы рабочих. Агбекөн Дукенович ответственность за всех рабочих взял на себя, верно? Да. Вот как сказала ранее, строительные материалы предоставляли Айлокмету. Затем из-за объединения двух Айлокмету сейчас ведутся работы с документами. Ждут печать и документы. Мы были в нескольких Айлокмету, там тоже приостановлены работы. Из-за этого они могут не успеть сдать в срок. А ваш Айлокмету так не делает? Айлокмету обещали, как закончат с печатью, объявят тендер. Уборные помещения тоже обновляются полностью. Правда, за космические расценки. Ремонт санузла проводится на основании проекта «Арис». Вот это да. Да. Мен буга чейин кейбир маалыматтарда ушул ажатканы. До того, как мы зашли в уборную, думал, что за 4 миллиона сом раковины будут из золота, а вода потечет другим цветом, и проделанные строительные работы будут заметно отличаться. Но нет, все как обычно. Моллар алтын болсо, таби 4 миллион кетет депчи, бирок андай эмес, кадимкидей эле. На первом этаже есть уборные помещения. Ремонтные работы проводятся при поддержке проекта «Арис» за 3 миллиона 300 тысяч сом. Это все проводится через тендер, а Айлокмету предоставил все нужные документы. Вы не имеете к ним никакого отношения? Мы не имеем к этому никакого отношения. Но 3 миллиона 300 тысяч сом. Да, правильно. Это заставляет задуматься каждого. Любим мы, конечно, говорить о миллионах. Получается их 2, да? Здесь 2, на втором этаже 2, далее 2 служебных туалета. Всего 6. Получается, на 6 ушло 3 миллиона 300 тысяч. Понятно. Извините, я, оказывается, вначале ошибся, сказав, что 4 миллиона. А оказывается, всего 3 миллиона 300 тысяч сом. На сегодняшний день мы видим, что сделаны полы, стены выровнены. Кроме этого, какие еще работы были сделаны? Это вот здесь в каждом кабинете выровнены стены, отштукатурены, закрашены краской. Сколько кабинетов? 10 кабинетов. И коридор есть, да? Коридор, затем прихожая, сделано электричество. На пол положили ОСБ. На вот эти все строительные материалы ушло 600 тысяч сом. Здесь 6 уборных, да? Можем ли мы сказать, что 6 уборных в 6 раз больше или в 60 раз больше? Да, много. Много, да? Представьте, для всего этого ушло немного денег. Теперь, если будут столько же денег, возможно закончить, да? Такое ощущение, как я понял, что в Кыргызстане все Айлокмету живут от тендера к тендеру. Честно, от тендера к тендеру. Что ни скажи, они сразу говорят, что у них маленькие зарплаты и так далее и тому подобное. А когда дело доходит до практики, берутся объявлять тендер и тратят миллионы на мелочи. А вот оказывается, за небольшую сумму денег можно сделать десятки замечательных дел. Тендер жарыялай коюш керек, анан баланча миллион, түкүнчө миллион кичинекей нерсе келет. А мына кичинекей актыга сопсон эле гилтейген тонуп сөйлөп жүрүксө болот экен. Мне кажется, вот этот наш эфир станет примером для других Айлокмету. Увидев эфир, у многих появится мысль о том, что, оказывается, за небольшую сумму можно проделать такие большие ремонтные работы. И зададутся вопросом, а почему у нас так происходит? Этот эфир будет примером всем вам.
баарына эле коюлат окшойт. Бул мисал болот окшойт бул эпир. А до этой ситуации позвольте мне сравнить две школы в одном и том же Иссыкатинском районе, прошедшие ремонтные работы в конце 2023 года и в начале 2024 года. Во-первых, работа, проделанная в Кочкарбаевском Айлокмету, составила более 3,5 миллионов сомов, а работа, проделанная совместно Мелянфанским Айлокмету и депутатом Таштанбековым, составила 940 тысяч сомов. В эту сумму не входят школьные принадлежности, а разница в качестве работы как небо и земля. Прежде всего, оцените, пожалуйста, работу, проделанную в общеобразовательной школе села Буденовка в Кочкарбаевском Айлокмету. На 3-м этаже этой школы ремонтно-строительные работы сделаны вот таким образом. Это новое, а вот эти остались прежними. Да, подоконники старые. А окна? И окна прежние. А, то есть они и прежде были? Да, с предыдущего ремонта школы. А сейчас какие ремонтно-строительные работы были сделаны? Очистка старого пола от краски, выравнивание и чистка всех коридоров, внутренняя отделка кабинетов, отделка потолка, замена дверей, освещение. Потолок такой же белый, да? И парты те же? Парты туда не входят. 4 миллиона? 3 миллиона. Парты туда не входят. Там только ремонт. Всего на ремонтные работы потрачено более 3,5 миллионов средств. Здесь сделаны 5 классов и коридор 3-го этажа одного крыла школы. Если сказать о работе, полы отшлифованы и покрашены с помощью специального аппарата. Стены побелены, двери заменены. На указанную сумму было потрачено более 4 миллионов, включая учебные столы и интерактивные панели. А учебные парты 1970 года используются до сих пор. Эджеке, это все давно пора отправить в музей. Сейчас не Советский Союз. Теперь обратите внимание на совместную работу в Мелянфанском Айлокмету и депутата Таштанбекова, о которой я упоминал выше. Уважаемые зрители, ремонт школы в Кочкарбаевском Айлокмету обошелся примерно в 3,5 миллиона. А какие именно ремонтные работы были проведены, вы можете увидеть выше. Теперь посмотрим на состояние школы в селе Мелянфан. Здесь потрачено 3 миллиона 260 тысяч сомов, в том числе такая мебель, 5 интерактивных панелей для 5 классов, стол для учителя, вместе с мебелью для развешивания одежды. И кроме того, такое же новое современное оборудование, полный ремонт класса, включая парты и стулья высшего качества, начиная с кафеля, и этот коридор площадью 164 или 165 квадратных метров был отремонтирован, включая обогреватели и батареи 5 кабинетов. Все это было выполнено за 3 миллиона 260 тысяч сомов. А теперь представьте, ремонт школы Кочкарбаевского Айлокмету, как вы видели ранее, не было ни такой специальной новой плитки, ни гибкого мрамора, только старый пол отшлифовали и перекрасили. И то он неровный. 5 кабинет оңдоп түзөдөн өткөрүлгөн. Ушунун бардыгы 3 миллион 260 миң сомго эле бүтүрүлгөн. Эми элестетиңиздер. Кочкарбаев Айлокметиндеги мектептин ремонтун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал жакта мындай өзгөчө жаңы кафель коюлган жок. Гибкий мрамор коюлган жок. Болгону мурдакы эски полун эле сүрүп кайра эле сырдап койгон. Анысы дагы өңгүл-дөңгүл. Эми мен баягы жумурткадан кыр издеген жокмун. Кандай болсо ошондой. Я не придираюсь к мелочам. Говорю как есть. К тому же не установлены такие новые системы отопления. Там еще чего не было. А вот такой качественной двери, что чувствуется даже при открывании. Кроме того, школьная столовая полностью закончена. Современные материалы, современный внешний вид и современные условия. Сапаттуу экенин кадимкидей сезип турасың. Мындан сырткары мектептин ашканасы дагы толук түрдө бүткөрүлгөн. Заманбап материалдар, заманбап көрүнүш жана заманбап шарт. Нет, никакого вклада со стороны Айлокмету здесь нет. В нашем селе есть депутат по фамилии Таштанбеков, Акбекен Дукенович. Его выбрали от села Мелянфан. Он приехал сюда и за свой счет спонсировал полноценный ремонт столовой. А, со своей стороны?
Да, за свой счет. Начиная от этого кафеля, окон, до прожекторов. Натянул натяжные потолки. Но вы же видите, какое хорошее сочетание плинтусов. А отопление? Обновил все отопления. Потом он сказал: Рима Шамалбековна, мебель как-то не сочетается. Обновим мебель. Вы видели ранее, как была качественно отремонтирована средняя школа Миленфан? Причина этому – своевременное плодотворное сотрудничество Миленфанского айлокмету с депутатом, и удалось сэкономить достаточно много денег на счету айлокмету. Это вообще законно? Возможно ли? Возможно, законно. Качкарбаевский айлокмету утверждает, что это незаконно. Из-за того, что это незаконно, мы отказались от помощи. После этого депутаты написали на него заявление. И теперь закон, который они знают, отличается от закона, который вы знаете? Нет, одинаковое же. Не понял. Я, например. Скажите, как вы сделали миллион? Например, мы находимся на дотации. Мы должны использовать любую спонсорскую помощь. Мы должны использовать ее безоговорочно. Поэтому мы получили такое предложение. Акбекен Дукенович сам пришел и сказал, что выберет по району 5 классов и 5 айл-окмету. Кто был одним из первых, он сказал, что тому поможет. Потом мы начали уточнять. Быстрее закончили эту работу и подготовили документы раньше. А ваши депутаты что говорят? Поддерживают все это. Дорогой зритель, вы ранее ознакомились с небрежным отношением айлокмету из Сокатинского района, которые не восприняли вышеуказанную предложенную помощь, аргументируя это незаконностью. И если говорить об этом аспекте, то тогда Таштанбеков обратился к Джапарову с трибуны Джигурко Кенеша. Он сказал: Акбекен Дукенович, я даю разрешение. Это другой вопрос. Говоря обобщенно, в Высокотинском айлокмету довольно много нашумевших ситуаций. В следующем эфире мы покажем вам причины отсутствия документов специальных объектов, выявим причины и более подробно расскажем, что это за объекты.